В Ингушетии с 2025 по 2027 годы будет реализована программа «Комплексное развитие территорий». Под территорию развития программы определен район новостроек в Карабулаке. Об этом сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Цитата. «На эти цели из федерального бюджета региону будет выделено около 260 миллионов рублей. Реализация программы позволит нашей республике создать необходимую коммунальную инфраструктуру для нового жилого фонда. Планируется поэтапный ввод жилья общим объемом 18,6 тысяч квадратных метров. Будут созданы системы водоснабжения, водоотведения и ливневые канализации. Считаю, что механизм комплексного развития территорий – это эффективный и действенный инструмент, который позволяет создавать комфортную среду для жизни населения, улучшать внешний вид населенных пунктов и заниматься благоустройством». В сельском поселении Троицкое по улице Первомайская произошло возгорание жилого дома. Предварительная площадь пожара составила 80 квадратных метров. В результате пожара пострадал один ребенок. Пострадавший доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу. Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются. Сегодня в Ингушетии стартовала декада ингушского языка и литературы. Она приурочена к Международному дню родного языка и продлится до 27 февраля. В рамках декады в образовательных учреждениях республики пройдут различные мероприятия, направленные на популяризацию ингушского языка и ингушской литературы. Планируются лекции, выставки, конкурсы сочинений, творческие мастер-классы и круглые столы с участием литераторов и лингвистов. С 18 по 20 апреля в Ингушетии пройдет фестиваль «Песни войны. Песни о войне», сообщает Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева. Фестиваль приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем смогут принять участие исполнители от 18 лет и старше, выступающие соло, дуэтом, трио или же в составе группы. Заявки на участие принимаются до 15 апреля. Минздрав разработал новый порядок оказания детям медицинской помощи, в том числе в период обучения. Он распространяется на обучающихся в организациях дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. В частности, Минздрав предлагает ввести должность медицинской сестры, специалиста по оказанию медпомощи обучающимся, а также наделить работников медпунктов правом выдавать лекарства детям с хроническими заболеваниями. Проектом приказа разработан единый подход к оказанию медицинской помощи несовершеннолетним в медицинских блоках образовательных организаций. В ближайшее время в Госдуму планируют внести поправки, которые предполагают новое правовое регулирование микрофинансовых организаций. В частности, законопроект не позволит выдавать деньги человеку, который уже находится в долговой кабале. В ноябре 2023 года регулятор установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам для того, чтобы ограничить закредитованность граждан, прежде всего тех, кто уже имел высокую долговую нагрузку. Как следствие, банки ужесточили кредитную политику, а заемщики с долгами стали обращаться в микрофинансовые организации. В декабре прошлого года доля займов россиян у микрофинансовых организаций составила 70% от общего числа взятых кредитов. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, в Госдуме решили подобную практику пресечь. Правительство обновило правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам федеральных госучреждений с ненормированным рабочим днем. Они вступят в силу 1 сентября. Претендовать на получение дополнительных выходных могут сотрудники, эпизодически привлекаемые к сверхурочному труду, включая работников, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению или чье рабочее время по характеру деятельности делится на части неопределенной продолжительности. Причем такое право они имеют независимо от продолжительности работы в этих условиях.